Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Я где-то с 3 класса увлекался историей, читал книги по истории, и начиная от античности, и так постепенно шел средневековье, история Татарстана и так далее. И думал, что стану классическим историком, буду тоже сидеть, писать книжки, преподавать с вами, вот тоже лекции буду каждый день рассказывать. Но в 21 год я поженился, женился, и у меня возникла насущная проблема, что надо семью содержать. И поступило предложение пойти в газету. Эта газета, сейчас ее нету, она тогда называлась «Восточный экспресс». То есть я вот сейчас, когда мы шли с Тимуром по помещению, по вот этому корпусу, я спрашивал, я говорю, это бывший ПЕД, не ПЕД? Он говорит, я не знаю, говорит. Я понял, насколько я древний, да, и мой слайд начинается «Здравствуйте, я из газеты», и вот эта картинка как раз из эпохи печатной прессы. Она из Англии, британская пресса, такой мем. И что забавно, в моей истории была похожая картинка. Когда я поступил, начал работать в газете «Восточный экспресс», там случилось печатные газеты, у них было два основных источника финансирования у частных. Это подписка, а вторая – это реклама. И для того, чтобы подписку собрать, нужно провести хорошую рекламную кампанию. И тогда вот это 2001 год, там есть только из программ Corel, немножко фотошопа, и, то есть минимум искусственный интеллект, мы даже вообще не знали, что это такое. И для того, чтобы создать такой коллаж, у нас сделали, буквально мысли человека облепили бумагой на лицо, налепили, одели шляпу, сфотографировали, и вот так появился у нас свой локальный мем, то есть вот подписывайся, и я из газеты. И, значит, в «Восточном экспрессе» была частная газета, это 2001 год, это время только, скажем так, прошли 90-е, мы все молодые, газета брала пример там с западной прессы, такая была зубастая, и там появилась такая рубрика под названием «Татарский век». И там были интервью о татарах, рецензии на книги, статьи, репортажи. И вот И так в первый раз мои знания истории помогли мне капитализировать свои знания. Это первый случай в моей жизни, когда я начал зарабатывать на истории. Благодаря этим знаниям я был вне конкуренции, и я вел спокойно эту полосу. Какое-то время я работал, и потом мне стало немножко скучно в плане, что хотел развиваться дальше. И мне редактор тогда сказал, говорит, а ты знаешь, что самый крутой журналист – это на самом деле экономический журналист. Если ты будешь понимать экономику, ты будешь понимать все. Ты будешь понимать, как устроена политика, как устроена страна, как устроен… И даже лучше начнешь понимать историю. Но, как говорится, это мечты. Надо мечтать. И я стал экономическим журналистом. И в 2008 или 2007 году я попадаю в «Бизнес онлайн». Я один из первых экономических репортеров. И я в этот момент попадаю в историю в буквальном смысле. 2007 год, если кто из вас помнит, это глобальный экономический кризис. Это крушение Lehman Brothers, это ипотечная пирамида падает в США, и она хоронит полмира. И где-то 2-3 года весь мир расхлебывает вот эту финансовую мошенническую пирамиду, оплачивая долги. Не затронула она и Россию. Не так сильно, на самом деле, но кто тогда жил, помнит, что там бюджет там сокращали. Но это было время крушения финансовых империй, которые строились на банковских кредитах. И вот я становлюсь арбитражным репортером, открываю для себя арбитражные суды и описываю, как рухнули те или иные местные империи. Это империя НУР, это Транском, автодилерская компания, Вамин, тоже в это время крупнейшая молочная компания России, рушится. И вот таким образом происходит мое второе знакомство, и уже как историка. Через 5 лет я уйду в другой проект под названием «Реальное время». Это также будет частный проект, и он будет конкурировать с моим предыдущим местом работы. И это очень сложно, я вам скажу, когда вы создаете проект с нуля и пытаетесь с лидером рынка конкурировать, это очень непросто.
Ты пишешь там эксклюзивный материал, первым его выдаешь, но поскольку у твоего конкурента аудитория больше, поскольку он больше, крупнее, он не у тебя прочитает, он пойдет все равно там прочитает, и это очень обидно. Поэтому в таких случаях мы поняли для себя, что надо искать свободные ниши. И тут опять мне на помощь приходит история. Я предлагаю открыть рубрику, связанную с местной историей. Мы набираем блогеров из краеведов, мы начинаем публиковать статьи, репортажи, интервью, связанные с локальной историей, и потом чиновники среднего звена мне признавались, что в принципе мы к вам заходим с утра, чтобы посмотреть на исторические материалы. Всем на самом деле оказалось интересно, как происходила революция, что было в октябре 1917 года здесь, а как вот большевики захватили власть. Ну, все мы помним, ну, по крайней мере, люди из нашей эпохи про Ленина, броневик и все остальное, а тут люди открывают для себя историю, да, и это вот как бы третий момент, когда я смог опять использовать свои исторические знания для науки, и в медиа. Я помню, там был очень забавный эпизод. Вот как раз в эти годы вышла статья, начала популярность приобретать наука под названием историческая генетика, да, то есть там по ДНК мы начали выяснять, кто наши предки, откуда они, зачем. И вот тогда был на слуху такой автор Балановский. И он опубликовал свое исследование, из кого состоят татары. И это как бы вызвал взрыв, там местные историки спорили, но никто эту статью, кроме историков, не читал. Я тогда говорю редакции, доходим эту статью, ее печатаем. Вся редакция, классические журналисты, они обалдели, говорят, что мы будем печатать из какого-то там научного сборника статью? Я говорю, да. Мы напечатали, несколько десятков тысяч просмотров мы получили. То есть как бы всем хочется понять, откуда все началось. И после реального времени была у меня телевизионная работа, я попал на телеканал ТНВ и запускал диджитал-редакцию, то есть запускал сайт, соцсети, в порядок приводил, и вот как бы тоже погружение в телевидение было. Таким образом, мой цикл знакомства с миром медиа в Казани, наверное, получил полный охват. Я как бы побывал и в печатных медиа, и в частных холдингах, и олигархических структурах, все посмотрел, и мне опять стало скучно. И жизнь меня опять услышала, и я просто сидел, это был 20-й год, и была подготовка к переписи. Если вы помните, в 2021 году у нас была перепись в условиях ковида, когда никто никому не ходил, но тем не менее результаты переписи были опубликованы. То есть, и там была очень мощная как бы полемика между учеными разных народов, и спорили, кто мы есть. И в этой ситуации я смотрел на эту всю дискуссию и подумал, а почему нету площадки, где можно там собрать все материалы про татар? И, как говорится, Всевышний меня услышал, и в декабре 2020 года мне звонит мой первый шеф и говорит, приходи, меня назначили в Татар-Информ, будешь моим идея была стать его заместителем по информационному агентству. Я пришел, я говорю, у меня есть такая идея. И как-то так вот совпало, в тот же момент заходит там еще пару человек, которые принимают решение. Я говорю, такая идея есть. И они буквально через 2 недели я написал все ТЗ, и через еще 2 недели портал «Миллиард татар» запустился. И вот 12 января мы отметим 5 лет, как мы существуем. Вот. Все как положено, у нас есть и друзья, и враги, и чего только у нас нету. Так что, если не знаете, заходите, знакомьтесь. Вот, это вкратце моя история. Я думаю, продолжим. Я хотел теперь перейти к самой теме встречи, лекции, да. Тоже к нам в гости, вот Марат Салаватович к нам в гости зашел и пригласил к вам, говорит, давайте пообщайтесь со студентами. Я благодарен, и вот теперь я живую могу с вами поговорить. До этого к нам зашел тоже преподаватель Василий Орлов, антиковед, наверное, он вам тоже преподает, и заглянул. И мы поговорили, и вот в процессе беседы мы выяснили, что существует 3 вида истории. И на самом деле это в зависимости от ваших планов, наверное, это ваши ниши, где вы будете работать. Правда учебника.
мы сейчас как бы видим, что сфера образования – это сфера стратегически важная для государства, и там этот концепт, который вкладывается в голову детей, школьников, он будет формироваться, ужесточаться, но он как бы будет. Поэтому, это такая, скажем, истина, которую нам дают, и мы должны ее передать детям. Но, будучи учителем, можно, я думаю, там разные вещи вкладывать ребенка. Академическая наука, для меня это как бы билет в закрытый цех ученых и пропуск для того, чтобы ты имел право на какое-то мнение об истории. Если у тебя как бы нету ваковской статьи, нету степени аспирантуры, то ты в лучшем случае блогер, в худшем случае журналист или писатель в Дзене. И третья ниша – это правда обывателя. То есть это вот все, что в головах каждого из нас складывается благодаря учебнику, телевидению, соцсетям, общению. И это вот стереотипы, которые у нас лежат, и мы их активно пожинаем через соцсети и другие источники информации. 3 вида контента. Да? Мы поговорили про ниши, а вот мы сейчас поговорим про 3 инструмента для журналиста. Кстати, есть, если я не ошибаюсь, в Москве есть такая специализация «Исторический журналист». И она появилась не просто так. На федеральном пространстве очень популярны также проекты, связанные с историей, как медиа. Это, например, кто-нибудь слышал про журнал «Дилетант»? Да. Это как бы показатель. Второй вопрос хочу задать. Кто слушает подкасты? Потому что для меня это было открытие. Так получилось, что я информацию, допустим, воспринимаю через текст. Но вот сейчас я работаю в «Миллиард Татар», у нас есть такой проект «Лекторий», мы проводим лекции для каждого желающего, и по итогам делаем аудиофайл с выступлением докладчиков и выкладываем на известные площадки подкастов Дзен, ВК, Мэйв. И мы увидели, насколько действительно эта аудитория существует. Вот для меня это открытие было. И что интересно, она молодая. Да? То есть я тоже сейчас увидел в этом зале потребителей этого контента, да? Подкасты. Визуал, да? То есть мы воспринимаем через картинки, мемы, комиксы, открытки информацию. Это тоже даже мемная культура, да, есть понятие. Она уже, я так понимаю, даже устаревает, но тем не менее это тоже формат видео. От рилсов до сериалов это мы, и там один из советов, который сейчас активно нам рекомендуют, меньше смотрите рилсы, да. И текст. Текст – это третий формат, статьи, книги, посты. Нашел в сети такой не знаю, смешной, не смешной мем, но его величество текст. Почему из всех этих 3 форматов самое главное является текст? Потому что в основе и аудио, и видео, и картинок, и текстов лежит текст, слово письменное. Для того, чтобы вы подготовили подкаст, вы пишете сценарий подкаста. Для того, чтобы снять видео, вы пишете сценарий его. Для того, чтобы запустить какой-либо проект, вы пишете ТЗ. То есть вы свои мысли выражаете словами, бумаги. И после этого отдаете для реализации. Я слышал про такой формат, как АСРМ, но это немножко другое. Да? И значит, почему вы лучше? Если вы освоите работу с текстом, то вы сможете управлять вселенной аккуратно, не привлекая внимания. То есть действительно слово, оно очень важно. Я на своих молодых сотрудниках, у нас есть внештатный сотрудник, кто-то в зале тоже есть, работает с нами, я заметил, что у многих атрофируется качество работы с большими текстами. То есть, прекрасно делает мем, прекрасно делает там рилс, короткое видео, но когда даешь большой текст и говоришь, вычислени главное, у человека не может. То есть и ты понимаешь, что он уже сформировался в другой среде, что у него, лучше этого не требовать, то есть применить его знания в других вещах. И тут уж я советы начинаю вам давать. Кто виноват, наверное, мы потом разберемся, да, а вот что делать? Читать книги. Когда я работал в реальном времени,
через меня проходил каждый день, ну, текстов 15, наверное, ну, 10-15 точно. И я в какой-то момент на третий год начал хвастаться, говорю, я вот за 3 года ни одной книги не прочел. И я думал, это как, ну, такой предмет гордости, но в какой-то момент я попытался прочесть книгу. И мне физически стало сложно. И потом я уже в исследованиях прочитал о том, что благодаря клиповому сознанию, благодаря нашим телефонам, смартфонам, соцсетям, наши нейронные связи упрощаются. И вот поэтому обязательно читайте книги. Я понимаю, что по учебе вам приходится читать и так их, да, но потом, когда закончите учебу, раз 15 минут в день уделяйте книге. Это реально, вот сейчас у нас буквально несколько дней назад в Татарофоруме был семинар, наш коллега нам рассказывал, как скоро будет сплошной и искусственный интеллект во всем, и там подтекст был такой, мы вас заменим. То есть как бы там и расшифровывать тексты он будет, и новости писать. Но как бы я вот слушал его и понял, что там самое слабое место вот в этой всей истории было то, что ИИ не сможет создавать контент, то есть он не сможет выполнять функцию классического журналиста факт-чекинг. Позвонить, узнать. То есть часть информации журналистов добывают просто вот мы сидим, чай пьем с другом, и он мне рассказывает, прикинь, оказывается, вот там у нас был в Казани мясокомбинат, а его, оказывается, продают, а оказывается, там будет жилой комплекс. И так у меня родился один из материалов. Просто вот за чашкой чая. И действительно, я начал звонить, отправил запросы, все подтвердилось, и там узнал, что кто его приобрел, какой олигарх, зачем, что там за ЖК будет. Ну, то есть, как бы это вот так рождается. И искусственный интеллект, ну, если только он станет большим братом и будет все прослушивать, и то нужен ли нам будет в этом случае контент какой-либо. Писать тексты. Вот для того, чтобы вот этот навык, уникальный навык работы со словом, с текстом получить, надо много писать. Но вот как бы, когда я начинал журналистом, я писал один текст неделю, потому что у нас газета выходила неделю, да, и сейчас вот темп жизни, да, если ты дал 15 минут спустя новость, она уже устарела. Но тогда был такой темп, и мне говорили, ты мало пишешь, пиши больше. И действительно, когда ты начинаешь писать, ходить на много мероприятий, ходить, встречаться с многими людьми, писать, у тебя формируется навык вычленять главное и выкидывать второстепенное. И вот это на самом деле очень важный навык, он дается через написание текстов. Пишите ручкой, то есть как бы, это тоже как бы укрепляет нейронные связи, это хорошая очень штука. Ну, про рилсы я уже говорил, то есть как бы вот это такая заразная штука, классная, конечно, дешевый дофамин, но сидишь, и смотришь, 2 часа прошел, и что я посмотрел, там мозг перегружен, там бедный, там все. Поэтому меньше рилсов, больше книг. Путешествуйте. Вот для того, чтобы какие-то вещи понять, недостаточно книг. Какие-то вещи надо увидеть вживую. И я понимаю, что там сейчас у нас количество контактов за зарубежьем будет уменьшаться, но тем не менее вокруг вас тоже есть мир. И вот у нас интересный проект мы в этом году запустили. Я случайно в ВК, не ВК, в Телеграме нашел канал одного человека. Как выяснилось, это строитель коттеджей, но у него было хобби. Он ездил по Татарстану и находил средневековые городища, ходил, снимал видео и метку скидывал у себя в канал. Там канал небольшой, на 50-60 человек. Я ему позвонил, мы позвонили, позвали в редакцию, интервью сделали. И он запустил, в итоге и там поговорили, я говорю, а давайте людей попробуем тоже отвезти на эти места. Он согласился, и вот как бы в этом году мы 7 поездок сделали. И вот я тоже ездил, как журналист, тоже как бы сопровождающий, и, допустим, вот я никогда не был там в Чистополе, в Елабуге и в Тетюшах. Побывав в вот этих 3 городах, я понял, как была устроена купеческая сеть. То есть вот эти 3 города, они все находятся на реке. Я увидел, то есть заходишь в музей, и тебе рассказывают, вот там Стахеевы, вот там такие купцы, Сайдашевы, вот они содержали весь город, они строили школы, они там, отец Шишкина на свой день и второй в империи российской построил водопровод. И ты понимаешь, что эта река
100 лет назад она кормила, ну, то есть, как бы, там было прям вот буржуазия, то есть, как бы, она держала эти 3 города между собой, и ты видишь, как это работало, и сейчас, и видишь, в каком состоянии они находятся сейчас. То есть, там торговля хлебом была, а сейчас там, ну, депрессивная территория, на самом деле. Вот, поэтому путешествие – это очень полезная штука. Она, во-первых, перезагружает, а во-вторых, дает возможность увидеть то, что осмыслить. Ну, про спорт тоже не надо забывать, это как бы просто физическое поддержание формы. Что прокачивать эмоциональный капитал? Вы выйдете на рынок труда, ну, закончите, может, уже кто-то работает, у вас будут прекрасные навыки работы с текстом. Но если у вас будет ужасный характер, рынок, допустим, медиа в Казани он небольшой. Но если у вас будет ужасный характер, я сталкивался на практике с такими ситуациями, когда я знаю, что вот гениальный журналист там напишет там бомбический текст, но чтобы вот это один текст в месяц он мне написал, он мне нервы съест за месяц. И ты понимаешь, что я не буду с ним работать. Какой бы гениальный он ни был, я лучше возьму среднячка, я возьму ударника, но он мне гарантированно в 6 часов сдаст текст. Ну, с этого мероприятия, да. Потому что, ну, мы себя любим. То есть и ваш работодатель себя любит, да, поэтому это очень важный навык, внутренний капитал. То есть как бы и часто мы слышим поговорку «не делай добра, не увидишь зла», но я заменил ее другими словами. Все в этом мире возвращается, поэтому делайте добро. Иллюстрация, не знаю, изучали вы это, нет, это повесть о настоящем человеке, о Моресьеве, да, который там преодолел себя, военный летчик, без ног летал. Вот, поэтому про эмоциональный капитал тоже не забывайте. И где вы нужны? Ну, первое уж, понятно, наука. Есть вот люди, которые уже точно знают, что они будут заниматься наукой, научными исследованиями. 1, 2, 3, 4, 5. Марат Салатович, есть у вас надежда? Наука будет, ну, вы видите, что сейчас происходит, и как бы будет сжатие науки. Наука будет нужна, но когда мы пришли в университет, и если вы там играете там, в компьютерные игры, наверное, знаете такую игру «Цивилизация», там есть такая, ну, там, какое-то открытие, у тебя открывается следующее открытие, у тебя цивилизация переходит на следующий уровень, да, и там есть такой пункт в каждой игре – критическое мышление. То есть, как бы, вот вы должны выработать это критическое мышление. Что бы ни происходило с наукой, как бы, есть госзаказ, он всегда будет. И, извините, с времен летописца Нестора нам Искандер Аязович рассказывал, это был социальный заказ русских князей, поэтому не объективная история, там надо относиться аккуратно к источнику, но будет, и в наше время ничего не изменится. Но как бы всегда нужно отделять зерна от плевел, да, то есть как бы есть, что просит от тебя начальство, а есть, ну, как бы вот там, не знаю, классическая наука, есть правда, внутренняя правда. Сценаристы. Вот это просто мы столкнулись. Много говорят про татарстанское кино, что вот как бы, почему оно не развивается. Ну, один из ответов для меня – это отсутствие сильной сценарной школы. То есть как бы все сюжеты, которые мы там, вот, сериалы, фильмы снимаются, это в основном используется произведение, рассказывающее о там, жизни в деревне. В то время вот, одна из ваших коллег, тоже она с нами работает, мы ей дали задание. Мы в этом году записали аудиокнигу по эпосу Эдогей. И мы хотели, думаю, дай посмотрим, а может комикс из этого сделать, или мультик, аниме. Мы дали ей задание, я говорю, вот прочитай Эдогей, как хочешь, но прочитай. Она его прочитала. Потом у нас коллектив молодой, как бы я, наверное, сам старший в коллективе, и она звонит другому коллеге и говорит, слушай, я понял, это аниме, говорит, я вот прямо, у меня уже все есть, говорит, сценарий, я знаю, кто будет злодеем, кто... И, то есть они вот сидели и написали сценарий. Это вот к вопросу, где ваши знания понадобятся. Те же самые исторические, там, любая документалистика, любая... Да, фильмы, связанные с историей, обязательно нужна экспертиза. То есть и часто у нас бывает такая ситуация, к сожалению, да, в науке, пока вот омоложение медленно идет, иногда бывает там монополизм одного человека, да, и этот человек иногда обладает не очень простым характером, да. То есть я хочу сказать, что сейчас как бы конкуренция на минималках находится, и вы можете въехать в это.
есть сценаристы в Москве, то есть везде. То есть основной рынок, мы понимаем, кинопроизводство – это Москва, но тем не менее, вы там тоже будете востребованы. Маркетинг. Маркетинг, понятно, я думаю, маркетинг, пиар-медиа, это о чем я вам рассказывал, это переплетение, по сути, там, 3 кита информационного общества. Бюрократия. Вот я, как начал журналистикой заниматься, я сталкивался с многими чиновниками, и из них был диплом историка из ФАКа Казанского университета. Книгоиздание. Опять-таки, понятно, что нон-фикшн издательство находится в основном в Москве, но, тем не менее, у нас есть и региональные издательства. Это классная ниша, на самом деле, которую вы тоже можете занять. У нас была такая, точнее, у моего шефа была интересная история. В Казань приехал один федеральный журналист, и ему заказали, я уж не помню, то ли какой-то алкогольный гигант заказал книгу «История алкогольного рынка России». Он журналист, он не экономический журналист. И вот он приехал к моему шефу и спросил, а что происходило на алкогольном рынке Татарстана в 90-е годы. Вы этого не знаете, и я не знаю, но там были это покруче, чем слово пацана. То есть там разборки были за ликероводочные, там хоронили друг друга. То есть это гангстеры. То есть это реально был, это был острый козырь, да, то есть это вот такая была история. И он рассказал, и в основе это интервью легло в одну из глав. И вот этот журналист, который стал историком, рассказал всю историю алкогольного рынка от Советского Союза до наших дней. Если уж нигде не зайдете, найдете, я думаю, Сибур на Казани Оргсинтезе вас с удовольствием возьмет аппаратчиком. Один из тезисов, который я озвучил в презентации, зачем нужен телеграм-канал. У нас есть у Миллиард Татарского телеграм-канал, он на сейчас там 14 тысяч, если не ошибаюсь. Тоже непростой путь, непростое занятие. Там и риски, и комментарии, все есть, да. Но хочется объяснить, зачем он нужен, почему бы я вам рекомендовал. Во-первых, если вы решили заниматься наукой, вы свои наблюдения можете публиковать в этом телеграм-канале. Это помогает учит писать. Если к нам приезжал тоже московский один телеграмщик, он журналист с Украины, пророссийский журналист с Украины, сбежал во время оранжевой революции сюда и занялся пиаром, джиаром, занимался в России. И вот он приезжал и рассказывал, как работают сетки, телеграм-сетки. Для того, что нужно, чтобы раскрутить телеграм-канал. Создается пул авторов партнерских. Ты все равно выходишь на кого-то, давай вместе, в принципе, по взглядам вы совпадаете, и начинаете вы вместе. Ты говоришь, я сейчас брошу вот такой тезис, ты напиши мне ответку. Третий должен написать этому ответку, четвертый должен первому ответку. И создается клубок полемики. У читателя создается впечатление, что это очень важная тема, и ух ты, надо, что происходит, и высота начинает расти. То же самое можно в исторической науке делать. И приблизительно я смотрю на Казахстан, тоже подписан на телеграм-каналы аспирантов, студентов казахстанских вузов по истории Золотой Орды. Я смотрю, как они запускают волну. Да? То есть один выдвигает тезис, второй ему отвечает, что не согласен. Третий, наоборот, в поддержку. Да? Это происходит популяризация, во-первых, знания, во-вторых, вы получаете новые навыки, новые связи, и ваш личный бренд тоже растет. Да? Почему я нашим внештатникам говорю, обязательно ходите на конференции. Если вы будете заниматься наукой, вы должны светить своим лицом, чтобы ученые вас помнили, знали, и когда условная защита у вас будет, еще что-то, да, это будет хороший ресурс. И в принципе, если у вас личный контакт будет с кем-то из ученых, и можно обратиться за консультацией еще зачем-то, да. Связи всегда помогают. И самый последний тезис. Соблюдайте технику безопасности. То есть аккуратно в своих высказываниях, слово «не воробей», да, может прилететь.
Ну и вообще, вот последний тезис, зачем заводить Telegram, заведите, поведите его, помучайтесь и закройте, скажите, слава богу, я не занимаюсь, понял, что это не мое, да? Ну и ваше преимущество. То есть, если вы научитесь работать с текстом, с информацией, с большими блоками информации, это признак элитарного знания. Если вы, мы все уж зависим от смартфонов, но, допустим, элитные школы там в Штатах, в Великобритании, там, в принципе, есть ограничение доступа к телефону. То есть там происходит классическое образование через книги, да, то есть богатые люди лишают детей телефонов, не подпускают, да. Но для того, чтобы нормально отпрыски, которые будут наследовать их империи, чтобы они были не совсем деревом. Поэтому у вас есть уникальный инструмент, по крайней мере, доступ к нему. Дефицит специалистов, я вам сказал, что ученые есть, но их мало, особенно качественных. Демографический кризис – это реалии наших следующих лет 10, и малая конкуренция, то есть в принципе вы можете зайти хорошо. Если у вас будет цель, план, вы можете дойти дальше. Спасибо. Меня зовут Саид Шарифуллин, я студент 4-го курса. Меня интересует вопрос, насколько должно быть широким освещение мероприятия, которое ты посетил, или проблемы какой-то исторической, которая тебя зацепила, и ты хочешь по ней высказаться. Потому что есть такое. Смотрите, самое нелюбимое у наших внештатников занятие – это ходить на научные конференции, потому что, как правило, первая попытка автора сдать текст заканчивается критикой, мягко говоря, да, то есть что ты написал. Но для этого нужно, то есть ходить, писать, пробовать. Сказать, что когда я начну понимать, что хотели сказать под текст в этой конференции, когда вы к этой стадии придете, вы уже будете уже все, вы уже сенсей и можете тоже прийти и всем рассказать, как это делается. Просто нужно ходить, надо читать, надо слушаться. То есть это тренировать навык замечать детали. Но смотря для чего. Если вы пишете пост в свой Telegram, туда не пишите портянку на 2 страницы А4, да, напишите абзац с самой главной мыслью, можете 2 абзаца написать. Если статья, если в статье у вас будет 3 абзаца, это будет новость, она будет стоить 100 рублей. Если у вас будет 1,5 страницы, она будет стоить 1500. Вы поняли, да, в чем это? Это раньше даже в газетах заплатили не по знакам, а по строчкам. Там газета же она печатная, она ограниченная, и борьба за кусочек текста была. Это что гонорар, и там чем бомбическая у тебя тема, тем тебе больше денег, и место дает, и вообще хорошо. Галиев Дамир, первый курс истории тюркских народов. Вы сказали, что исторически там журналы довольно популярны. Я смотрел это тоже. Просто мне так показалось умозрительно. Если смотреть по количеству производимого контента, у нас 2 самые интересные науки – это история и физика. Условно, как мир устроен и как он развивался. Если посмотреть, помимо того же «Дилетанта» в Москве, там у них есть тоже много журналов и всероссийских и прочих, не знаю, цифровая история, там антропогенез.ру. Вы не знаете, допустим, в Татарстане есть что-то подобное, которая специализируется даже не только на территории Татарстана, допустим, вообще всего Волго-Урале, планирует такое сделать, или это абсолютно такого нет? Регион тут такой был, он не статичный был, постоянно. Миллиард татар не открывали никогда? Да? Миллиард татар не открывали? В смысле, еще уже это... А я четко такой специализирован по прошлому. По какому прошлому, понимаете? Мировая история – это несколько тысяч лет. Какой продукт вам нужен? Вы о чем говорите? Смотрите, я вам просто как человек с рынка, я знаю, как он устроен. «Дилетант» – это проект лично Венедиктова, это его игрушка. Товарищ Венедиктов иноагент, и мы осуждаем его всячески, да, это «Эхо Москвы» его тоже закрыли, слава богу, все правильно. Это была игрушка Венедиктова, который начинал свою карьеру с школьного учителя истории. Мечтал, что-то для кайфа делать. И он пошел условному Собянину, сказал, хочу. Он говорит, ладно, сделаем, подписку будет.
Ну, то есть это вот так устроено. То есть как бы если вы говорите, там, может ли существовать рыночные СМИ про историю на уровне республики, нет. На уровне России, наверное, уже нет. Но вот сейчас очень популярно как бы вот эта ниша занимается лекториев, и я знаю, что это вот уже становится коммерческой линией, там Доброшевский, Жуков, да, наверное, Клим Санычев, все знаете, да? Они как бы вот из простого реконструктора Клим Саныч перешел в блогеры, и там он что только не продает, и поросят, и мерч там с собой, без себя, там, и книги, и что-то, ну, то есть там уже бизнес, да, но мы понимаем, и он там рассуждает начинает обо всем, хотя мы там знаем, его специализация это средневековый, там, доспех, там, определенного периода, эрмитажевская практика, туда-сюда, но это стало бизнесом. Дробишевский тоже, да, как бы, он же у нас генетик, биолог, там про происхождение человека рассказывает, но он тоже сделал свой лекторий Дробишевского, даже вы в Казани можете найти, что у них открылся филиал, и каждая лекция, посещение там в рамках этого лектория стоит там 700-800 рублей. Насколько я понял, что поскольку здесь открылся филиал, значит это коммерчески интересно. Здравствуйте, меня зовут Садат Филиппов, я студент второго курса истории тюркских народов. У меня такой вопрос. Что вы бы рекомендовали бы будущим историкам, которые могли, если в будущем могли бы стать людьми, которые будут просвещать в медиа, какие вы книги вы советовали читать? Или связанные с медиа? С медиа? Есть. Я понял. Есть вот классическое пособие, его написал. Есть в издании Аман написал, если не ошибаюсь, вот есть издательство МАН, и они выпустили несколько книг, в принципе, неплохих, пиар, маркетинг и журналистика, если не ошибаюсь. Вот, в принципе, на них можно ориентироваться. Если касается интернет-журналистики, от того, как написать новость, что такое перевернутая пирамида, что такое репортаж, почему в заголовке не может быть слова там вчера, почему там не может быть глагола. Это вот есть книга, если не ошибаюсь, это Амзин, интернет-журналистика называется. Если вы ее найдете, конечно. Спасибо большое. Агархан Кимнов, студент первого курса истории тюркских народов. Вот как, на ваш взгляд, в современном мире происходит тенденция развития современной исторической науки через непосредственно издательство вот той же научной сферы, касающейся истории татарского народа, тюркского мира, если вот сравнивать с тем же периодом 90-х точно, когда вы начинали свой трудовой путь, какие тенденции, какие векторы развития намечаются на сегодняшний период? Вы про книжный рынок спросили, про... Да, вот, правильно я понял? Издательство. Издательское дело. Но поскольку я вас сижу, сейчас убеждаю, читайте книги, наверное, не очень хорошо обстоит дело. То есть книга становится элитарным продуктом, нон-фикшн особенно, но по количеству фестивалей, которые даже в Казани книжных проводятся, там и смена, и нацбиблиотека, и они есть, ну, какая-то аудитория есть, да, то есть 90-е годы – это время, когда не было интернета, когда был только телек и печатная продукция, и книга это была, наверное, самым главным источником знаний, издавалось очень много, но надо просто, как говорится, если ложь умерла, надо с нее слезть, то есть как бы у книги есть, как бы вот есть элитарная литература, есть тематическая вещи, но мы сейчас как бы вот получаем информацию через там другие вещи, другие форматы. То есть, как бы, но, к сожалению, сейчас полное господство клипового сознания, то есть, как бы мы видео смотрится первые 3 секунды, если ты смог завлечь, дальше человек смотрит, если нет, оно закрыл. То есть, как бы сейчас идет дикая борьба за внимание, то есть, как бы мы, то есть, как бы медиа, любой, кто транслирует информацию, он борется за внимание читателя. И все делают это по-разному. И через какое-то время этот метод перестает работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Рахман Вайсулу, первый курс антропология и этнология.
рилсы в своей презентации. Мне интересно, вы говорили о важности работы и писания текстов телеграм-канала, ведения телеграм-канала. А есть ли смысл, например, снимать и работать на аудиторию тех же самых рилсов? Или эта аудитория как бы Нет, нет, вы правы. Поскольку я больше человек текста, а не видео, то Reels, он преобладает в массовом сознании, в массовом сегменте. Вот мы говорили про 3 ниши. Ниша обывателя, да, где она у нас? Правда обывателя, да. Reels имеет смысл. Мы тоже практикуем. Вот, нештатные авторы делают нам пересказ каких-то сюжетов через образы, через аниме, там еще какие-то вещи используются. Это хороший инструмент. И что хотел сказать? Я ругал рилсы за потребление рилсов в промышленных масштабах, когда мы все время тратим на них, да. Но как донесение информации – это прекрасная штука, ну и это прямо эффективная штука. Понятно, что сейчас у нас запрет аграм немножко вне закона и дальше ужесточаться, но на других площадках ВК, видимо, будет развиваться и дальше. Почему я рекомендую еще писать, как бы вы там, когда ваш материал попадает в медиа, вы начинаете влиять. То есть это как бы вот, ну, удивительно звучит, но это реально так. То есть как бы вот у нас есть ваши коллеги с 2-1 курса, и они вот методично берут какую-то тему и ее обрабатывают, да. Например, у нас вот Данил делает про перепись 1897 года, и он ее разобрал вдоль и поперек. И дальше я смотрю, что некоторые исследователи из Института истории Марджани, видя эти публикации, начинают делать свои публикации, как бы не на основе, а как бы вот, чтобы тема не ушла, они тоже включаются в эту гонку научных текстов. И таким образом как бы вы становитесь игроком и влиятельным человеком на этом поле. Вопрос только попасть в агрегатор. То есть это вот как бы, вы же тоже понимаете, что мы не ищем, мы как бы выбираем несколько площадок, из которых потребляем аудиторию, да, информацию. Так и вам нужно попасть в какую-то площадку, и оттуда вы станете заметны. Ну и порцию славы получите или еще чего-то. Да, Ильясов. У меня вопрос. Насчет площадки. Поясните, пожалуйста. Мне не совсем понятно, может быть, людям тоже, что значит найти свою площадку? Найти свою тему или найти какую-то площадку, которая будет вас репостить? Вот что имеете в виду? Имеется в виду, ну, во-первых, вот у нас через нас проходит много количества людей, и они как бы не все текстовики, да. Я вот знаю, что некоторые, ну, хорошо делают видео, да, то есть как мы вот так в процессе общения, картин и мемы, кто-то делает там больше там большие видео, да, и вот, во-первых, нужно найти свою нишу, что у вас лучше всего получается. Но для того, чтобы ее найти, надо все попробовать. И Telegram открыть, и, не знаю, в запретограмме что-то повесить, да, рилсы сделать. Это вот первый момент. Второй момент, когда я говорю о том, что попасть в свою площадку, ну, так складывается, что есть информационные пузыри, мы, каждый из вас, живем в каком-то информационном пузыре, да, мы, условно, вот мы все гуманитарии, мы читаем определенный набор там гуманитарных площадок. Мы не читаем, что связано с физикой, как правило, если у нас нет такого интереса. Вот вам нужно попасть в площадку, которая соответствует вашим целям, но, условно, если вы попадете на «Миллиард татар», вас обязательно прочитает директор Института истории Марджани или Искандер Лерунович Измайлов и скажет, какая херня там. Или наоборот скажет, ничего себе. Но это уже хорошо. То есть как бы вас уже заметили, то есть как бы вы сделали этот шаг. Есть прекрасная площадка у Ильяса Эфенде, его канал, я подписан, всем рекомендую, читаю. Ну, это уникальная информация. Если вы как бы к нему там на карандаш попадете, это тоже хорошо. То есть как бы он там отметил, значит, ну, вас отметил специалист высокого класса. Это вот, ну, это на самом деле дорого стоит. Потому что иногда кажется, вот ты про тебя Первый канал рассказал, там, и ты вот звезда мира. Нет, иногда лучше попасть в телеграм-канал там из 100 человек, но эти 100 человек это будут там или все академики, или все бизнесмены, или дипломаты. То есть как бы чем, ну, ты попадешь в какое-то...
Да, то есть это экспертное сообщество. Если ты попадешь там в Татаринформ, где выходит там 200 новостей в день, и ушла лента, все, тебя нету. А есть, то есть как бы нужно правильно цель ставить и правильное позиционирование выбирать, площадку выбирать. Это такая работа маркетолога даже для личного бренда. Можно я тоже один вопрос вам задам? Большое спасибо за вашу прекрасную лекцию. Очень мотивирует, я думаю, наших ребят. Такой вопрос. Вот вы рекомендуете как можно чаще читать книги. Вот сами вы наверняка тоже это делаете. Вот из последнего, какая книга вас наиболее впечатлила? Можете рассказать об этой книге? Да, я последние несколько лет подсел на книги, вернулся к книгам и увидел, насколько их много. И я эта мания покупать книги, и вот у меня уже на столе вот такая стопка, две стопки с книгами, я на них смотрю и расстраиваюсь, я не успеваю их читать. Но я себе за правило взял работы 15 минут, я сажусь в парк и читаю книгу 15 минут. Стараюсь в идеале, но иногда 5 минут, но тем не менее. И из последних книг я, купил книгу американского автора, его сложное у него имя, «Как жили гунны». То есть про эту книгу я нашел. Она, оказывается, в 2021 году вышла, и я читаю. И мне что интересно, интересный момент в предисловии было написано, это к вопросу, каким ученый должен быть. Он, во-первых, был полиглотом, во-вторых, он был археологом, в-третьих, он был филологом и историком. И благодаря этим сочетаниям этих знаний, он оказался самым крутым специалистом по истории гуннов. И он там в предисловии пишет, явно, что она писалась еще в советское время, он говорит, я надеюсь, что через 10 лет моя книга устареет, и придет новое поколение и напишет круче. Не устарела. То есть книга еще держится. Вот эта книга, и я, если не ошибаюсь, британского автора, тоже называется «Новая история Средневековья», Джейнс. Он на BBC там, и на Гин, все такое, ведет передачу историческо-популярную, и там интересно, он историю Средневековья западного он показывает через людей. То есть одна главка – купцы, вторая главка – архитекторы. И всю историю он проходит, и так читаешь, и другой немножко взгляд интересный. Две книги. Можно вопрос? София Костогрызова. Мы с Арсланом уже 3 года сотрудничаем. И в связи с этим у меня такой вопрос, как профессиональные историки со степенями, которые работают в НИИ, в вузах, реагируют на ваш материал? По-разному. Это, я сказал, у нас и друзья, и все у нас есть. Это как положено медиа. Если у медиа нет врагов, значит оно не состоялось. Врагов у нас нет, у нас есть это альтернативная точка зрения. В принципе, отзывы хорошие в плане, что историки благодарны, что появилась такая площадка, где можно публиковать материалы в научно-популярном стиле. Да? Второй момент, конечно, хочется делать очень высокого уровня издания, но во-первых, не всегда есть и специалисты, или их мало, или их не хватает. Поэтому мы идем опытным путем. Иногда бывают слабые материалы, и наши ученые сразу замечают, говорят, слабенько. Поэтому надо исправляться и искать сильного автора или какую-то сильную тему. И вот так мы тоже благодаря конструктивной критике тоже развиваемся. Да. Ваши любимые художественные книги, которые вы же сами историк, получается, которые вам позволяют больше окунуться в ваш период или вообще просто разные периоды истории, каких художественных? Да, что касается художественной литературы, раньше я на фантастику подседал, я поскольку времени очень мало, я ставил только специализированную литературу историческую, поскольку у меня еще работа есть, и в голову все не лезет, да. Но для себя я открыл, допустим, оказывается, что вместо романов сейчас, по крайней мере, кинопродукция заменяет для меня романы, да, я
Есть такой сериал американский «Лэнсмен», может, кто смотрел, «Землевладелец», история про нефтяника с Техаса, и вот там одна серия по 50 минут, и там, в принципе, без там приукрас показывается, как устроен нефтяной бизнес, там, как они там с мексиканскими картелями дела делают, как они там, люди гибнут, там травмы. Не читаю художественную литературу, то есть как бы я, ленюсь, и времени нет, и поэтому вот так иногда себя балую вот ими какими-то эпическими картинами.